Время считает секунды, минуты, часы. Под ним течет наша жизнь со своими историями и правилами. Лето сменяет осень, и зрелые плоды устраивают прощальные хороводы тепла, солнца, встреч с друзьями и добрых воспоминаний о том, как все это было с нами. Последний день лета провожу в гостях у заслуженного деятеля культуры Кыргызстана Эркина Балджурова. Это его подарки красуются на стене моего дома. Не раз встречались также на балетных спектаклях и на других общественных мероприятиях. Даже не знаю, кто он для меня больше – известный фотохудожник, мастер живописи, коллега-фотожурналист или просто добрый знакомый, хороший человек. Вырос в селе путь коммунизма. Окончил художественное училище имени Чуйкова. Вечерние годичные курсы фотографов у знаменитого Игнатия Бушуева. В 1988 году пришел в Музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Очень боялся, что не возьмут. Но бывший директор Салима Шабазова не усомнилась. И вот уже более 30 лет он сам уже музейная ценность и достояние республики. Очаг, дом, казарма, что-то для вас значит? Какие вы испытываете при этом ощущения, чувства, вот когда разжигаете огонь? Огонь? Во дворе. Да. Это из детства? У родителей был? Да, конечно. Я же в селе вырос. И то, что я вот по воспоминаниям, что мамаша хлеб делала, вот это все. А то, что плов, вот это все как-то у нас же от Ахтана, киношники. Ахтан всегда в конце съемок готовил плов. И Эрнест Абдыджапаров хвастался, что вот он у него учился. А вообще вы любите готовить? Вам нравится? Ну да, сейчас с возрастом чем больше заниматься. И вот... Ну вы так сказали о возрасте, что вот как будто бы это сейчас какой-то особенный возраст. Конечно, а раньше конечно, да, сейчас... Я вот как-то, ну вот, Мовджах Салатхан, өткенде друзей же пригласил. Ахтан говорит, Хиналвайли, говорит, ты продай, купи, говорит, готовый дом. Ну, в принципе, было бы хорошо, если была бы квартира для детей в городе где-то. А я вот недавно шел под дождем, посмотрел на новые элитки, ну, где шикарные, на небо посмотрел, какие высокие, а потом, да, не, я бы не смог. Вот сейчас бы мокрым зашел бы домой, и что дальше? Она, думаю, не, я не хочу в этих стенах. Хотя, конечно, мандавида печку топить нужно, уголь доставать. А все равно хочется вот, чтобы воздух был. Можно было с друзьями, вот как сейчас. Плов для друзей это, наверное, какой-то особенный плов. Наверное, потому что, да, я всегда считаю, что плов это очень такой, который не требует каких-то... Я помню, мы с друзьями давно выехали как мой Нокчака после съемок Бешкемпира. И ребята задумали возле речки дымлама жасали. Ну, вот это все мы делаем, а потом вспомнили, что у нас ковшика-то нету, чем это все. И я вот с тех пор думаю, талада только надо плов, потому что все можно же с собой привезти, там что, масло, рис, мясо, лук, тыгибу, и все, больше ничего не требует. Даже если, я думаю, ложки не будет, можно это чем-то перемешивать, да, Куба? Там не надо особых, колменен деле, посуда же. Мужчина должен готовить или женщина? Это важно? Не знаю, раньше Диля готовила все время. Ну, она как-то, а я больше люблю, например, такой мягче, чтобы был имя. А вчера рис покупал, она продавщица айтында, оштон досбалдар келетіле десем, анда оштой плов кылып бер. Я говорю, нет, я чуйский буду делать плов. А ошский пусть они, говорю, ваши кушают. Куба? Что я буду? Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. У Эркина 6 детей, и, конечно, он строит свое родовое поместье, где однажды соберется вся его семья под общим небом и крышей.
сами строите? Ну, да, пока не могу найти нормальных строителей, в смысле, которые меня бы сильно не дергали. Там вдруг у меня финансов не окажется, а они скажут, блин, о чем мы будем простаивать? Дом, который построил Да, да. Все дети будут приезжать ко мне на старости лет. А каким вы видите свой дом, когда построите? Я вот об этом всегда думаю, когда вижу интересные построения, хорошие дома. Я прихожу сюда и вот тоже уже мечтаю, и мне кажется вот так визуально, что у меня вот такой дом. Ну, вот на 2 уровня, и он такой дачного характера. То есть на первом этаже зал, столовая, ну, туалет, ванна, душ там. И на втором тоже над залом комната, спальня и все больше. И себе строю именно оранжерея, зимний сад. Хочу лимон выращивать. А вот такая физическая работа, она не мешает вашей творчеству? Мешает в каком плане? Хочется пописать, я же хочу вернуться. Фотография для меня уже как хобби, может быть. А раз я заканчивал Чуйково, отделение живописи, пытаюсь картины, ну даже не картины, а этюды хотя бы писать. Иногда думаешь, вот сейчас поеду, попишу этюд, а думаешь, ну лучше бар, там, кирпичные это нужно. То есть больше времени вот сюда, потому что скоро погода испортится, и поэтому думаю, ладно, завтра буду, послезавтра буду. Вот эту работу? Конечно, потому что если не я, кто будет это заканчивать? Мне вон друзья предлагают, ашар кылбайсың ба, ашар. Я говорю, ну хорошо, ашар. Вы говорите, ашар емес жөнүнө келип, батаңарды берип, плов жеп кет. И то не могут время найти, чтобы просто прийти, пообщаться. Не то, что там помогать мне кирпич таскать или... Женщины, женщины большую роль, наверное, в молодости играли, а сейчас получается главное, чтобы они следили за детьми, чтобы, ну как... И никакой романтики, что ли? Ну, романтика. Закончим дом, может быть, появится. Как раз такой процесс, да, уақыт демоглот, да, что пока там жарится, чтобы я не скучал, я режу. Хотя кішкене опаздываем, балдар шашып аткан турбайбы. У очага и огня своя тема. Здесь и говорится как-то особенно легко, как на исповеди. Пахнет дымом, домом, и не жаль собственных откровений, потому что всегда жил честно и с распахнутой душой. А у художника по-другому никак. Хорошо получилось? Да, не знаю. Провожать лето, конечно, лучше с друзьями и получить от них благословение на новый сезон жизни. День близится к концу, Эркин еще и с собой угощение дает. Надо бы обязательно побывать в его мастерской, думаю я. Провести последний день лета в компании такого человека для меня и интересно, и честь. Спасибо за гостеприимство. Желаю ему здоровья и новых творческих успехов.